Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Вести Тимана». В студии Полина Вивденко. О самых заметных событиях Сосногорского района в репортажах наших корреспондентов. Вначале коротко о главном. Старт работы общественников. О первом заседании Общественной палаты Сосногорского района в нашем сюжете. Новые перспективы. Сосногорцы могут бесплатно пройти профпереподготовку и повысить квалификацию. И горе-компания. В отношении организации «Прикамье Сервис» возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество. В администрации муниципалитета прошло первое заседание Общественной палаты Сосногорского района. Этот совещательный орган пришел на смену Общественному совету, сохранив при этом основную задачу – обеспечивать взаимодействие граждан и органов местного самоуправления. Подробности в следующем сюжете. В состав палаты вошли 12 человек. Все они заинтересованы в улучшении качества жизни нашего района. Я думаю, что состав такой профессиональный, работоспособный, потому что в числе членов общественной палаты есть и руководители предприятий, организаций, и бывшие руководители, и работники бывшей администрации, руководители, и общественники. То есть такой очень широкий спектр разных направлений, поэтому я думаю, что работа у них получится, будет плодотворная. Главным вопросом повестки дня первого заседания стало избрание председателя Общественной палаты и его заместителя. На эти должности были единогласно избраны Егор Тучин и Наталья Артеева. Думаю, что работа нового состава будет плодотворной, и внесут какие-то корректировки, поправки с учетом предыдущих заседаний Общественного совета. Также были утверждены составы постоянных комиссий по социальным вопросам, по вопросам жизнедеятельности поселков и по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Их председателями избраны Любовь Раджабова, Григорий Шевченко и Олег Осипов. Мария Ледовских, Андрей Калиничев, Вести Тимана, Сосногорск. Сосногорский центр занятости населения приглашает жителей повысить квалификацию либо получить новую профессию в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Бесплатное обучение могут пройти как безработные граждане, так и трудоустроенные, но желающие сменить сферу деятельности. Курсы полностью дистанционные. Они доступны определенным категориям граждан, например, предпенсионерам, инвалидам, безработным мамам дошкольников. С полным списком можно ознакомиться на интернет-портале «Работа в России». В прошлом году было 320 направлений. В этом году пока еще открылась только одна обучающая площадка, где-то около 50 наименований профессий, которые может получить гражданин. Самые популярные, это мамочки в декрете, которые находятся, они хотят свою профессию, квалификацию поменять. Самые востребованные и популярные были в прошлом году – это кадры. Все доступные курсы и программы также указаны на сайте «Работа в России». Там же можно сделать первый шаг к новой профессии. Необходимо подать заявку на портале «Работа в России», после чего нужно будет явиться в Центр занятости, пройти профориентацию. И далее уже Центр занятости выдает направление, заключается либо это двухсторонний, либо трехсторонний договор. И далее гражданин обучается дистанционно. Продолжительность обучения от 3 недель до 3 месяцев. Благодаря проекту «Содействие занятости» многие сосногорцы уже повысили квалификацию и освоили новые профессии. За консультацией обращайтесь в Центр занятости населения. Прокуратурой города Сосногорска выявлены факты ненадлежащего управления многоквартирными домами организации «Прикамье Сервис». В августе прошлого года с этой управляющей компанией было заключено 47 договоров на обслуживание многоквартирных домов на территории города. Орган местного самоуправления проводит открытые конкурсы согласно постановлению правительства Российской Федерации номер 75 по отбору управляющих организаций. Данная управляющая компания подала заявку, и наши дома ушли к ним под управление. Однако фактически к управлению домами организация так и не приступила и никаких услуг жильцам не оказывала. Жалобы от граждан не заставили себя ждать. В основном жалобы поступали о том, что у них отсутствует аварийно-диспетчерская служба, что номера телефонов не отвечают, на претензии они не отвечают, и в письменном, и в устном, в общем, не идут на контакт.
Решением службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора в марте этого года Прикамье Сервис исключено из реестра лицензий. За это время горе-компания предъявила жильцам к оплате счета по содержанию и проведению текущего ремонта на сумму около 2,5 миллионов рублей. На данный момент в отношении управляющей компании возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Центр социальной защиты населения информирует граждан об изменении условий предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Такую поддержку могут получить граждане Республики Коми, если доля расходов на ЖКУ превышает 22% от семейного бюджета. Мария Лидовских подробнее. В Сосногорском районе субсидия предоставляется чуть более 800 получателям. Самый максимальный ее размер – 17 тысяч рублей. Правом на получение субсидии обладают собственники жилого помещения, пользователи жилого помещения по договорам социального найма, наниматели жилого помещения по договору найма у собственника жилого помещения, либо члены жилищного или жилищно-строительного кооператива. Для того, чтобы получить субсидию, необходимо иметь постоянную регистрацию в жилом помещении, для оплаты которого гражданин обращается за ней. По оплате ЖКУ должны отсутствовать задолженности, подтвержденные судебным решением за последние 3 года. Субсидия определяется по доходам за 6 месяцев, предшествующих месяцу перед месяцем подачи заявления о предоставлении субсидий. Например, если гражданин обращается в апреле 2024 года, его доходы будут учтены за период с сентября 2023 по февраль 2024 года. Если документы гражданинам предоставлены с 1 по 15 число текущего месяца, субсидия предоставляется с 1 числа текущего месяца. Если же документы предоставлены с 16 числа до конца месяца, субсидия, соответственно, предоставляется со следующего месяца. Субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев. По истечению полугода гражданам необходимо будет обратиться вновь. Автоматически услуга продлевается для определенных категорий граждан. С 1 января произошли изменения в правилах предоставления субсидий в части учета либо исключения некоторых видов дохода в расчете субсидии. А теперь, кроме прочих, подлежат учету и такие виды доходов, как единое пособие на детей от 0 до 17 лет, единое пособие беременным женщинам, пособие на детей от 8 до 17 лет. А также это региональные ежемесячные денежные выплаты ветеранам, ветеранам труда, другим отдельным категориям граждан, ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным лицам, которые осуществляют уход за инвалидом первой группы, либо престарелыми гражданами, достигшими 80 лет, также будут учитываться при расчете субсидий. Какой еще вид дохода? Это региональная социальная доплата к пенсии. Важно, добавлен вид доходов такой, как компенсация стоимости проездов пенсионеров к месту отдыха и обратно по закону о северах. Кроме того, учитывается вид доходов как возмещение расходов на зубопротезирование отдельным категориям граждан, пособие на первого ребенка или на третьего ребенка до достижения ими 3-летнего возраста, и единовременные выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войны, это труженикам тыла и детям войны, а также единовременные выплаты ко Дню ветерана боевых действий. К слову, некоторые доходы при расчете субсидий не учитываются. Ежемесячные денежные выплаты по уходу за детьми-инвалидами до 18 лет, либо инвалидами с детства. Также не будут учитываться вознаграждения, полученными детьми до 18 лет, которые получили данное вознаграждение, обучаясь в образовательных организациях по очной форме обучения. Также не будут учитываться вознаграждения детьми, полученными от Центра занятости во время трудоустройства их на летних каникулах. Обратиться за предоставлением субсидий граждане могут через единый портал госуслуг. Мария Лидовских, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Социальные пенсии с 1 апреля увеличены на 7,5%. Об этом сообщает Социальный фонд России. Средний размер соцпенсии теперь составляет 13,5 тысяч рублей. Индексация проходит автоматически и не требует обращения в ведомство.
Напомним, социальная пенсия выплачивается по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Она не зависит от трудового стажа и пенсионного коэффициента и назначается людям, у которых нет возможности обеспечивать себя самостоятельно или получать страховую пенсию. И в завершении выпуска коротко о погоде. В ближайшие дни температура воздуха в Сосногорске будет от -7 до +9 градусов днем и от -8 до +3 ночью. Ожидается сильный ветер, снег и дождь. На этом пока все. Увидимся в ближайших выпусках нашей программы. Всего доброго и до встречи. Военная служба по контракту. Работа для настоящих мужчин. Для заключивших контракт предусмотрены социальные льготы, гарантии и выплаты. Подробности по телефону в Сыктывкаре 32 15 88.